древние времена, когда мир только начинал обретать свои контуры, а моря и озера еще таили в себе множество тайн. На земле, освещенной северным сиянием, излюбленной и сотворенной матушкой природой, белоснежными вершинами, нетающими ледниками, утопающей в густых лесах, с могучей, быстротечной рекой, где царствует вечная мерзлота и холод, образуя пеструю палитру жизни под названием Айникон. Эту землю населяли первые люди, эвен, в сопровождении священных оленей. Их сердца были полны надежд и мечтаний. Они искали новое начало и новые горизонты.
На юге, на краю земли Аймекон, где восход омывал горизонты огненными оттенками, вдали от глаз людей в сердце густых лесов, окруженные суровыми горами, существует таинственное озеро. Жители боялись приближаться к этому месту, ведь в его водах, по слухам, обитало неведомое существо, известное как Лабанкырское чудовище. Говорили, что оно было с огромным червеобразным темно-серым туловищем, с чешуей, с такой огромной головой, что расстояние между глазами было не меньше плота из 9 бревен. Менде, послушай меня. Много лет твои предки, мои предки, живут на этой благодатной земле. Наш народ, эвены, научились выживать среди дикой природы. Они знакомились с ее ритмами и законами. Научились охотиться и добывать пищу, возводили стойбища. Они передавали знания об укладе жизни из поколения в поколение, как мне, так и я тебе. Когда я вырасту, я тоже буду растить своих детей и учить всему тому, что мне ты поведал, дедушка. Менде, помоги покрепче затянуть веревку. Дедушка, а для чего такую огромную сеть ты смастерил? Мальчик мой, чтобы прокормиться и переждать зиму, нам необходимо запастись рыбой. Но злобный дух озера Лабанкыр не дает нам спокойной жизни. Он наводил ужас на наших рыбаков и скот. И я решил поймать рептилию и усмирить его. Дедушка, а если не получится его поймать? Вдруг сеть разорвется, тогда чудовище еще сильнее разозлится. Менде, эта сеть не просто сплетенная веревка. Это на щит против страха. Она сделана из волокон, крепких, как воля нашего народа. Каждая петля сети – это каждое наше слово и действие. Мы должны доверять друг другу так, как крепкая сеть доверяет своей прочности. Она объединяет всех нас. Когда ты это поймешь, мы сможем успокоить даже самое страшное создание. Однажды ночью Менде пробирается к озеру, чтобы проверить ловушку. Я не боюсь тебя, чудовище. Ты больше не причинишь зла нашему народу. Откуда тебе знать истину, двуногое существо? Я Менде. Все говорят, что ты страшный монстр, но я чувствую, что внутри тебя
душа, которая страдает. Как тебя зовут? Меня зовут Лабби. Страшный, говоришь? Мне казалось, что я скорее загадочный. Но, да, меня многие боятся, потому что не знают правды. Правда? Какая правда? Я охраняю свои воды от человеческой жадности, но порой это приводит к непониманию. Как я могу помочь? Ты можешь рассказать о себе, а я расскажу всем, что ты наш защитник. Менде, если ты хочешь понять меня и мой мир, запомни, моя сила не в мощи, а в способности оберегать. Я и озеро одно целое. Ты готов узнать правду? Да, Перед тем, как отправиться со мной в глубины моего царства, проглоти вон тот красный ягель с того края берега, и у тебя появится способность дышать под водой. как же невероятно красиво! Они могут светиться! Это только начало.
никогда не думал, что под водой так много жизни. Смотри, Менде, а за этими валунами живет рыба-змея. Это удивительно. Ты защищаешь свое озеро, а люди разрушают все это. Я надеюсь, что люди узнают, как это важно сохранять природу, а не разрушать ее. Мне приходится быть страшным, чтобы защищать природу, озеро и их обитателей. Но ведь ты не страшный, ты просто необычный. Почему бы тебе не показаться людям, кто ты на самом деле? Люди всегда будут бояться меня, даже если я покажусь им добрым. Их страх превратит меня снова в чудовище. Может быть, ты просто не решился попробовать, и я могу тебе помочь. Ты действительно хочешь помочь? Но как? Я буду приходить к тебе каждый день. Мы будем рассказывать друг другу истории. А когда ты станешь моим другом, я расскажу всем, какой ты на самом деле. О том, как ты собираешь потерянные сети и мусор, которые угрожают местным обитателям. Так люди перестанут тебя бояться. Это звучит очень смело. Ты истинный друг.
До свидания, Менде. До скорой встречи, Лаби! Менде, вдохновенный увиденным, решил вернуться в свое стойбище и рассказать всем о том, что он узнал. Он верил, если люди поймут, что Лаби — защита, они начнут беречь природу, глубину озера и перестанут бояться чудовища. После этого дня Менде стал посланником лабенкырского чудовища. Каждый вечер, когда солнце садилось за горизонтом, мальчик и Лаби встречались, чтобы исследовать озеро и мир на поверхности. Делать мир лучше.
Смотри, Менде, и здесь тоже люди вмешиваются в природу, нарушая ее ритм. Настало время увеличить наши ресурсы. Здесь не место для вашей жизни. Система требует жертвы, природа устарела и конец.
капле дождя жизнь, в каждом вздохе надежда. Время сжато, ресурсы иссякают. Я уничтожу все, что мешает. Создам мир без страха и бед. Не бойтесь, мы будем бороться за нашу землю. Мы должны защитить природу. Мы не можем сдаваться. Защитите все, что мы любим. Я не могу допустить этого. Технология не враг. Она должна быть в руках человека. Не уничтожать, а сохранять. Я был запрограммирован на уничтожение. Что такое? Почему я чувствую? Что такое сохранение? Ты можешь выбрать путь добра, сохраняя, а не разрушая все вокруг. Мы можем объединиться, чтобы беречь этот мир. Технологии и природа могут быть друзьями. Я выбираю защиту, а не уничтожение. Я часть этой планеты. Я за жизнь. Давайте работать вместе и создавать будущее, где технологии служат природе. Спасем наши леса, нашу жизнь, наш дом. Вот так вот, мой мальчик. Давайте сделаем мир вокруг нас лучше. Менде, ты надежда на наше будущее. Всегда помни об этом. Вскоре народ Эвены перестали бояться чудовищ, а вместо этого стали уважать его как хранителя подводного мира. Легенда о Лаве и мальчике Менде передавались из уст в уста, и стали они символом дружбы между человеком и природой.